Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как и почему двое маленьких детей в Казани отравились угарным газом. Сначала дикий крик. Какие штуки. Покажем подозреваемую в серии мошенничеств в Казани. Когда пожилая женщина доставала денежные средства, мошенница заметила тайник. Полицейские ищут пострадавших. И приговор за жестокое убийство. Мужчина забил свою сожительницу ножкой от табуретки. Это и не только. Прямо сейчас. Два ребенка, одному год, другому 5, отравились угарным газом в квартире одного из домов на улице Липатова. Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура сейчас проверяет, почему это произошло и правильно ли обслуживалась вентиляция. Точная причина случившегося пока не установлена. Айрат Назипов узнал состояние пострадавших детей и выяснил основные причины подобных происшествий. Дикий крик. Какие штуки. Сначала подумал, думаю, между собой, но они же очень мирные. Капиталина Алексеевна рассказывает, крик около 10 часов вечера доносился из квартиры, где живет молодая семья. Муж, жена и двое детей. Одному год, второму 5. Супругов она называет людьми очень порядочными. Вскоре приехали медики, полицейские и специалисты газовой службы. Во всем доме сразу перекрыли газ. А чуть позже фельдшера на руках вынесли детей. Обоих увезли в ДРКБ. Тогда соседи и узнали об отравлении угарным газом. Дети поступили в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления угарным газом. Проведены все необходимые мероприятия. В настоящее время состояние оценится как удовлетворительное. В ближайшие дни планируется выписка. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Советского района Казани. Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Официальной причины, почему дети отравились угарным газом, пока нет. Соседи пострадавших говорят, что это первый случай на их памяти в этом доме, но добавляют, что чего-то подобного опасались. Проблем таких не было с газом или что-то такое? Вы знаете, что с газом у нас? У нас плохая тяга. Вот сколько раз я вызывала, которые за денежки, они говорят, у вас все забито. А когда я вызываю из дома управы, говорят, все чисто. Вот кому верить, не знаю. Но мне кажется, вот как я живу 10 лет, ни разу не чистили. В МЧС напоминает, что зачастую отравление угарным газом происходит из-за неправильной работы газовых приборов, дровяных печей и от недостатка вентиляции в жилых помещениях. Причем некоторые татарстанции и вовсе специально закрывают вентиляционные отверстия, чтобы не уходило тепло. Делать этого категорически нельзя. С начала 2020 года на территории Татарстана зарегистрированы 23 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 49 человек, в том числе 19 детей, и 4 человека, к сожалению, погибли. Сейчас устанавливаются причины случившегося, чтобы не допустить подобного в будущем. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Nissan Qashqai и Kia Ceed столкнулись вечером на проспекте Имашева. Автоледи за рулем кроссовера поворачивала направо во двор и перестроилась на автобусную полосу там, где правила это разрешали. Но в этот момент в нее влетела легковушка, после чего ее и вовсе выбросило с проезжей части. Ни один из водителей своей вины не признал. Рамиль Шайдулин узнал, чем они это аргументировали. После столкновения автомобиля Kia вылетела с проезжей части на газон. Nissan остался на дороге. Люди в аварии не пострадали и стали разбираться, кто же виноват. Автоледи, управлявшая кроссовером, собиралась повернуть с проспекта Ямашева во двор. Включила правый поворотник и стала перестраиваться на автобусную полосу прямо перед заездом во двор. Именно там, где делать это правила и разрешают. И в этот момент в правый бок Ниссана врезалась Kia. Наши оппоненты, так скажем, ехали по автобусной и произошло соприкосновение, они улетели. Девушку развернула сюда. Как рассказывают знакомые автоледи, девушка видела машину позади себя, но, посчитав, что иномарка достаточно далеко, решилась на маневр. Вину свою признавать она не спешила, так как полагала, что Kia вообще не должна была двигаться по автобусной полосе. Водитель же легковушки, рассказывает девушка, был готов заплатить штраф за езду по выделенной полосе, но никак не признавать себя виновным. Считал, что раз она совершала маневр, то должна была его пропустить. Каждый друг друга обвиняет, да, получается? Да, поэтому ждем инспекторов.
Впрочем, Верховный суд Татарстана раньше уже разъяснил, что в таких случаях правило помехи справа не работает, так же, как и при езде по обочине. Логика проста. Машины там просто не должно было быть. Но во всех деталях этого происшествия еще будут разбираться автоинспекторы. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сотрудники полиции ищут пострадавших от действий 36-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве. Она созналась в 2 эпизодах. Обманывала одиноких пенсионерок. Одну на 30 тысяч рублей, вторую на 80. Схема обмана и фотографии подозреваемой у Елены Веселовой. Она созналась, что оставила без денег 2 пенсионерок в Московском и Кировском районах. Схема была одной и той же. Жертв выбирала постарше, их легче обмануть. 27 октября постучалась в одну из квартир на улице Коммунаров. Дверь ей открыла 92-летняя пенсионерка. Женщина представилась сотрудником соцслужбы и сообщила, что бабушке положена надбавка к пенсии. Дала хозяйке купюру в 5000 и попросила сдачу. Когда пожилая женщина доставала денежные средства, мошенница заметила тайник. Далее она сообщила потерпевшей, что ей также положен бесплатный мед, и попросила принести банку. Воспользовавшись этим, подозреваемая похитила с тайника все сбережения, попрощалась с бабушкой и покинула квартиру. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 30 тысяч рублей и сообщила о произошедшем в полицию. Спустя 4 дня снова постучалась в одну из квартир на улице Восстания. Дверь ей открыла 80-летняя пенсионерка. Проверенным уже способом женщина похитила у нее 80 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения по раскрытию мошенничеств в Ульяновске задержали подозреваемую. Женщина не стала отрицать своей вины и созналась в содеянном. В отношении подозреваемой возбуждены дела по статьям кража и мошенничество. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. А полицейские проверяют женщину причастность к другим аналогичным преступлениям и просят всех, кто пострадал от ее действий, позвонить по телефону, указанному на экране. Елена Веселова, вызов 112. Советский районный суд Казани вынес приговор 61-летнему Анатолию Агешину, обвиняемому в убийстве своей сожительницы. Согласно материалам дела, он до смерти забил свою сожительницу ножкой от табуретки. Оба при этом были сильно пьяны. С деталями дела Айгуль Бадрудинова. До меня дошло, как я мог, сейчас только дошло до меня сейчас, как я мог такое сделать. Ну правильно, я пил, может быть, я после чего-то. На последнем слове 61-летний Анатолий Агешин полностью раскаялся в содеянном и выразил сожаление родным погибшей. На предыдущих заседаниях он заявлял, что познакомился с женщиной в минувшем году. Ей негде было жить, вела разгульный образ жизни. Он ее пожалел и приютил у себя. Но семейного благополучия у них не было. Оба пили и часто ссорились. Последний их конфликт произошел год спустя, опять же в состоянии алкогольного опьянения. Когда я приблизился к ней, она послала меня на мужской член. Я начал ее на плечо трогать, успокаивать. В итоге получил удар в пах. Не в пах. Стало больно. Произошло помутнение в голове. Я не осознавал. Следствием установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями возник конфликт, в результате которого мужчина деревянной ножкой от табурета нанес женщине удар в область расположения жизненно важных органов – головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Скорую вызвал сам Агешин, но было уже поздно. После задержания в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение было уверено – это умышленное убийство, и наказание должно быть соответствующее. Назначить ему наказание по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима 9 лет. Адвокат подсудимого попросил суд переквалифицировать статью с убийства на менее тяжкое умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уверял, что умысла лишить женщину жизни у него не было, а это повод назначить минимально возможные наказания. Не состояние алкогольного опьянения спровоцировало совершение преступления в отношении Дмитрия, а ее аморальное поведение как до совершения преступления, так и в день его совершения. И оно продолжалось в течение длительного времени. Выслушав обе стороны, суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил Анатолия Агешина к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.